Скажите пару слов о сегодняшнем празднике, что он для вас значит. Ну, для меня лично, и, как я думаю, для почти каждой семьи в России, во странах СНГ, это один из самых таких объединяющих и близких праздников. То есть, как бы таким не к светским праздникам, а вот именно к народным. Потому что в каждой семье есть в той или иной степени человек, который участвовал в боевых действиях, либо на фронте был, в блокаде Ленинграда, и во всех тех событиях, которые в прошлом происходили с 41 по 45 год, есть. Поэтому праздник очень близкий для нас, объединяющих народ, многие национальности, поэтому он подчеркивает ту память, которую мы чтим, помним, применяем в своей жизни тех людей, их подвиг советского народа, которые совершили во имя Великой Победы в честь нас всех. Ура, с победой! Очень горд и счастлив принять участие сегодня в шествии бессмертного полка в поселке Айхал, Республики Саха-Якутия. Со мной два деда моих. Что важно отметить, они были призваны в один день с одного военкомата, погибли в один год, 1944, в одном месяце. Наша задача, наш долг помнить о наших дедах, прадедах, которые не допустили фашистскую нечисть на русскую землю. С праздником! Спасибо! Ура! Ура!
Мы приветствуем ветеранов поселка категории «Дети войны», участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и локальных конфликтов. Низкий поклон вам, живите долго и счастливо. Пусть будет мирным это небо и теплым отчий дом. Спасибо за победу! Дорогие айхальцы, я хочу пожелать вам всем мирного неба над головой, и чтобы в сердце каждого из вас жила великая история о нашей Родине. С праздником, с юбилеем Великой Победы! Я не закончила, у нас буквально вчера вечером привезли государственную награду. И очень символично, что именно сегодня, в этот великий праздник, мы вручаем Орден Мужества посмертно нашему земляку, айхальцу, погибшему в зоне специальной военной операции Константину Власову. Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Власов Константин Валерьевич представлен государственной награде Ордену Мужества посмертно. Награда вручается сестре Константина Валерьевича Шестаковой Наталье Валерьевне. Поет Илья Карпов. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Слава героям, подарившим нам жизнь! Слово предоставляется депутату Государственного собрания Ил-Тумен Сергею Алексеевичу Домбровану. Уважаемые жители поселка Айхал, от имени Государственного собрания Ил-Тумен и от себя лично искренне поздравляю вас с 80-летием Великой Победы. Сегодня мы склоняем головы перед теми, кто не вернулся с полей сражения, и скорбим о тех, кого нету с нами. Цена нашей победы – 27 миллионов человеческих жизней. Война пришла в каждый дом, в каждую семью. И мы об этом помним всегда. Мы бесконечно гордимся айхальцами, участниками СВО. И искренне благодарим их жен, матерей, родных, близких, жителей Айхала за работу во имя победы. Дорогие друзья, желаю каждому из вас мира, добра, счастья, благополучия. Слава народу-победителю! Ура! Поет Пакыт Шагамурзаев и Илья Карпов. Я русский, я татарин, я чеченец, я башкир. Я всей страны народ, и мы все вместе русский мир. Буряты и евреи, дагестанцы
Мир моей страны самый лучший в мире. Новый путь пройдет наше поколение. Мы идем вперед, это наше время. Это русский мир, Россия. Мир моей страны самый лучший в мире. Новый путь пройдет наше поколение. Мы идем вперед, это наше время. Под общим гимном и флагом, на зло врагам и всем бедам, мы помним, как на Рейхстаге мы расписались в победе. И через радость и горе, приобретение потери, расскажем мы своим детям, как мы в страну свою верим, как мы в страну свою верим. Слово предоставляется председателю поселкового совета депутатов Александру Михайловичу Бочарову. Кто не знает или не помнит свою историю, будет изучать историю чужого государства. К сожалению, с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше. И поэтому сегодня наша основная задача – чтить, помнить, гордиться великим подвигом русского многонационального народа, который сломал хребет фашистской нечисти 80 лет назад. И не только помнить и гордиться, но и передать это нашим поколениям. Уважаемые айхальцы, дорогие айхальцы, позвольте от лица всех депутатов поздравить вас и ваши семьи с этим великим праздником, с Днем Победы. Желаю вам мира, любви, счастья, вам и вашим семьям. С праздником вас! Слово предоставляется директору Айхальского горно-обогатительного комбината, координатору предприятий компании в поселке Айхал Евгению Владимировичу Денисову. Дорогие айхальцы, дорогие соотечественники, сегодня важная дата в истории – 80-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Сегодня день памяти о тех, кто своими усилиями ковал победу на фронтах и в тылу над немецко-фашистскими захватчиками. В условиях текущих реалий важно не просто помнить, важно передавать историю Великой Победы без искажений, без цинизма, а как она есть, как она была. Помнить о тех людях, которые подарили нам свободу и мир. Слава народу-победителю! С Днем Великой Победы! Дети войны, они встретили войну в разном возрасте. Кто-то совсем крохой, кто-то подростком, кто-то был на пороге юности. На войне погибло 13 миллионов детей. Мы должны помнить их всех. Сожженных, расстрелянных, повешенных, убитых и бомбой, и пулей, и голодом, и страхом. Сколько матерей потеряли своих сыновей за годы войны. Пережить своего ребенка – это не просто испытание. Это вечное, до последних дней жизни страдание матери. Ждать и не дождаться, верить в чудо и продолжать жить. Жить с памятью о своем ребенке. Поет Дарья Гуськова. Стрела мать за 30 лет продолжает ждать, потому что верит, потому что мать, и на что надеется она. Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков безусых не пришло. Раз
изливалась ненависть рекой. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и раздался материнский крик: Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Кадр сменился, сын остался жить, просит мать о сыне повторить. Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Словно сын ее услышать мог. Война – это бесстрашие защитников Бреста. Это 900 дней блокадного Ленинграда. Это клятва панфиловцев «Ни шагу назад, за нами Москва». Это добытая огнем и кровью победа над Сталинградом. Это подвиг героев Курской дуги. Это штурм Берлина. Это тяжелая работа тружеников тыла. Мучения узников концлагерей. Это память сердца всего народа. Война – это боль. Война – это слезы. Война – это рвущиеся сердца матерей. Помним об этом. Помним. Слово предоставляется настоятелю храма в честь Рождества Христова, отцу Иоанну. Здравствуйте, братья и сестры. Очень приятно, что нас сегодня много, что мы помним. Мы здесь. Победа дана была большой кровью, большими слезами. И она совпала, не случайно она совпала с праздником Пасхи на Светлой Седмице. Это нам напоминание, что это вторая Пасха нашей страны. Это День Победы. Ну а нам, продолжателям жизни этой страны, ценить, любить эту страну и эту победу нести до конца и помнить ее. Христос воскресе! С праздником Великой Победы! Вспомним 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней. Почтим минутой молчания 27 миллионов жизней, которые унесла Великая Отечественная война. Склоним головы перед величием подвига советского солдата. Почтим память минутой молчания. Сегодня праздник входит в каждый дом, и радость к людям с ним приходит следом. Мы поздравляем вас с великим днем, с днем нашей славы! С Днем Победы! Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы,
гору на висках, радость, со слезами на глазах. Тихо греет, Пусть будет счастлив наш народ, пусть здравствует и процветает наша Родина. Митинг, посвященный победе в Великой Отечественной войне, объявляется закрытым. Равнение на знамя. Знамя внести. Стой! С праздником! Праздником. Вносите свою лепту. Мы наоборот, мы здесь эти, мастер-класс. Молодцы. Штаб. Молодцы. Штаб. Молодцы. Вот меню представляем. Все. Отлично. Спасибо. С праздником. И вас с праздником. Че, как кашка? Вкусная. Вкусная? Бей, бери, бей. Вкусно? Вкусно. С праздником. Пару слов скажите о празднике. Пару слов скажите о празднике. С Днем Победы. С Днем Победы! С праздником! А так очень стал красивый. Да-да-да. С праздником. Вас тоже с праздником. Через горы и долины, сквозь пургу огонь. Этот год ознаменован годом защитника Отечества. Для нас с вами сегодня непростые времена. И в это время мы, Мирнинский район, то место, где собрались 15 республик, многонациональный народ на земле Саха, готовый встать на защиту своего Отечества, имя которой Россия. Так было и будет всегда. Победа будет за нами. С праздником! С праздником! Ура!